большом городе откладывает на людей свой отпечаток. С одной стороны, горожанам доступны широкие возможности: образование, комфортная инфраструктура, развитие в профессиональной и культурной области. Но с другой стороны, шум города, вечная нехватка времени, давка в автобусах, очереди в магазинах и завал на работе. Такой стремительный ритм большого города ведет к стрессам, фобиям и усталости. При этом мы привыкли стресс игнорировать и, как правило, ждем отпуск, чтобы развеяться и отвлечься. Однако психологи советуют не ждать, а заняться профилактикой прямо сейчас. Благо способов для этого масса. Сегодня мы попробуем лишь несколько из них. Мы находимся в гостях у человека, которому справиться со стрессом помогла в том числе йога. Вот она, замечательная верандочка, прекрасное место для занятий. А здесь ждет наша героиня Рима. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Прошу вас. Я попала под течение стресса, под давление стресса, когда родился второй ребенок, и мне было достаточно тяжело. Основной вопрос был это нехватка времени, я думаю. Вот. А по большому счету я поняла, что мы куда мы можем спешить? На самолет, на поезд. И это проблема денег, да, мы можем потерять. Вот. Но если там... А остальное мы можем распланировать, опоздаем на 10 минут, на 15 минут. Но никто же там, главное, все живы, и самолет, и поезд, они не улетели, не уехали. То есть я так понимаю, что начинать борьбу со стрессом нужно с самого утра. Что нужно делать? Да, это самое важное, чтобы проснуться утром в хорошем настроении и чтобы организм немножко так всплеснуть, активизировать. Элементарные вещи, это вы взяли мочки ушей, вот так немножко их промассировали. Можно посильнее, поактивнее, да, прям, я прям чувствую. Да, чтобы они начали гореть. Вот, потом переходим аккуратненько к бровям. Брови также промассировать, только сильно. Сильно, тоже вот. сильно, да. Прям... Кровь пошла у вас, все. Да, я чувствую, пошло все. Вы уже взбодрились, проснулись. Руки мы поднимаем вверх. Вверх, вот так вот полностью, да. Опускаем. По возможности, да. Можно коленки немножко согнуть. Ага. Одну правую ногу назад. Так. Ага, левую назад. Так. Планку, наверное, знаете, постояли немножко в планке. Понятно, конечно. И ваша любимая собака морда вниз. Ага, потому что она единственная знакомая мне. И вот такое простое движение. Ага, так, вот так. Да. Тут главное держать равновесие. Равновесие, да, баланс. Если не получается ногу заднюю выпрямить, тогда на коленку ставите. Нет, лучше на коленку. Ну, что это коленка? Это скрутка. Это скрутка. Тут вам нужно по возможности вытянуться. Я понял, меня надо просто скрутить. Тут как раз почему это хорошо утром, потому что начинает ЖКТ все работать, кишечник. Йогой заниматься лучше на голодный желудок, хорошо вы очень смотритесь. Вот, можно сделать также такой замок. Вот такой замок, сейчас стоп. Так, вот эту руку. Это рука под ногу. Ага, все. Где вот это вот так. Ага. Все, этого достаточно. Этого достаточно. Да. Я так не понял. Все, а сейчас мы делаем... Это скрутка, да. Сейчас нам нужно сделать компенсацию. Компенсация. Для этого разворачиваемся. Так. И просто вот так делаем. Это уже делали? Ага. После скрутки компенсация. Отлично. Заканчиваем собакой мордой вниз. Собака мордой незнакомая. Вытягиваемся. Вот здесь вытяжение у вас должно быть хорошее. Вытяжение очень хорошее. Правая нога наверх, вперед. Левая. Так. И аккуратненько поднимаемся. И намасте. Намасте. Мне кажется, прекрасно. Если сразу от стресса не избавиться, по крайней мере, хорошее настроение с самого утра, гарантированно, да. Очень увлеченно он лопает. Поесть любят, но по ним и видно. Еноты, пожалуй, ничего не знают про йогу, но помочь человеку отвлечься от переживаний и волнений им ничего не стоит. Все, что нужно, это просто быть на виду. Как, впрочем, и любому другому животному. Конечно, желательно, чтобы оно было домашним. Ведь доказано, что наблюдая или контактируя с питомцами, уходит усталость, снижается уровень кровяного давления и вредный гормон стресса кортизол, который связан с депрессией. Можно назвать антидепрессантом, потому что люди, которые любят животных, считают и своих домашних животных антидепрессантами, и, в принципе, всех, которых они встречают, видят. То есть для них это такое
приятное наблюдение даже просто за поведением. И в том числе, когда есть возможность, например, покормить, погладить, поконтактировать. Причем здесь же по соседству с енотами живет небольшая стая собак, вокруг которых постепенно и возникло песо-кафе. Но если серьезно, то это самые обычные собаки из питомника, которых можно погладить, покормить и забрать домой. Да-да, в таком хэппи-энде главная фишка кафе. Причем собак забирают домой стабильно раз в месяц. Люди, которые много ходят, не сразу понимают, что хотят забрать именно там кого-то. И вообще хотят забрать. А потом просто в какой-то момент привязываются к собаке и уже не могут там оставить ее здесь. То есть забирают домой так. Общение с енотами и собаками действительно оказалось прекрасным средством от тревоги. Но надолго ли они помогут? Чтобы это понять, нужно разобраться в самой природе стресса. Стресс – это когда наш организм вынужден реагировать, то есть мобилизовать свои силы. А если стресс у нас хронический, то есть он происходит практически постоянно, то получается, что наш организм он постоянно вынужден быть мобилизованным. А это невозможно, потому что человеческие ресурсы, они исчерпаемы. То есть мы устаем физически, мы устаем морально, мы устаем эмоционально. Мы истощаемся по всем фронтам практически. Не знаю, как морально и эмоционально, но физическую усталость мы привыкли лечить не только сном. Чтобы восполнить утраченные силы, мы обычно идем на кухню. Эта часть нашего специального репортажа определенно будет самой вкусной, причем в прямом смысле этого слова. Ведь сейчас мы будем гасить наш стресс самым распространенным способом. Мы будем его заедать. Но делать это будем правильно. А поможет нам в этом Мурат Курамбаев, шеф-повар одного из уфимских ресторанов. Пусть вас не пугает обстановка роскошного зала, сегодня нам не понадобятся ни спаржа, ни гребешки. Готовить мы будем из самых обычных и доступных продуктов. Но сначала попытаемся узнать самое главное. Мурат, скажите, пожалуйста, вообще в принципе возможно ли перестать заедать стресс? Я думаю, наверное, все-таки невозможно, потому что давно повелось, что даже с самого детства, когда ребенок расстраивается, мы первым делом пытаемся дать ему конфетку, чтобы он успокоился. Давайте попробуем делать это хотя бы правильно. Конечно. Что мы можем сделать? Вообще нужно сделать, чтобы легкий перекус и немножко отвлечься от стресса. Так скажем, это хорошо, когда вы сами готовите. И сам процесс, он немножко вас займет, немножко, может быть, отвлечет от тех проблем, которые вас окружают. Сегодня мы приготовим с вами сэндвич. Сэндвич с овощами, курицей и яйцом. В принципе, тот перечень продуктов, который я сказал, допустимый при заедании стресса. Но еще раз говорю, главное следить за количеством. Обжариваем тосты, чтобы они были хрустящими у нас. При стрессе у нас, насколько мне известно, вырабатывается гормон кортизол, который позволяет, подает сигнал мозгу, вернее, о том, что организм испытывает стресс, и ему нужна энергия. А энергию мы всегда берем из еды. То есть это всегда повелось. Поэтому человек зачастую хочет, что не хочет есть, и он идет, достает еду и начинает есть. Лучше есть часто и помалу, чем редко, но много. Как часто можно вот так вот гасить свой стресс? Ну, так, чтобы без вреда здоровью. Я думаю, с промежутком в 2-2,5-3 часа это было бы здорово. То есть легкий перекус, сэндвич без нагрузки будет самое то. Не знаю, как у вас, но есть разные, конечно, способы, как побороть и погасить свой стресс. Но мне кажется, что вот этот способ намного приятнее, самое главное, вкуснее. Ну, для меня, по крайней мере, точно. Прекрасно. Стрессовая ситуация, она по-всякому есть и идет. Вот, если вовремя ее не сбросить с себя и, как сказать, эффективно не пролечить, то могут быть неприятные, наверное, ситуации.
Это еще один наш герой, его зовут Шамиль Галиахметов. Мы специально оставили его напоследок, так как он борется со стрессом уже не в домашних условиях и даже не в городских. Мужчина проходит реабилитацию в Республиканской психиатрической больнице. Самое главное, надо осознать, что если пропустишь вот это и, будем говорить, халатно отнесешься, и будешь долго вот это в себе держать, стрессовую ситуацию, то в конечном итоге обязательно произойдет срыв. Как пружинка сорвалась, а потом ее тяжело одеть. Бывает. Это как раз тот случай, когда справиться со стрессом самому уже очень сложно и нужна помощь. Ведь это только кажется, что тревога и переживания со временем пройдут, и не стоит обращать на это внимание. В то же время нужно помнить, что стресс не случайно называют бичом нашего времени. Если мы можем быть достаточно сильны духом, наш мозг силен, то наше тело не выдерживает тех нагрузок, которые мы предлагаем ему сегодня. Очень часто люди приходят с нарушением работы, например, сердечно-сосудистой системы. Это может быть выпадение двигательных функций, и это тоже результат стресса. Тело перестает подчиняться, оно начинает останавливать. Словом, йога, питомцы и сэндвич – это, конечно, хорошие, а главное, проверенные варианты, но все равно это не гарантия успеха, ведь мы разные, а значит и способы борьбы со стрессом у каждого может быть свой. К примеру, занятия спортом, вышивание, творчество, даже простая прогулка на свежем воздухе способна творить чудеса. Главное, не стоит ждать отпуск и начать уже сейчас.